Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутия вперед! Именно эти слова вдохновляют многих якутян на позитивные изменения, и символично, что они стали девизом и названием нового республиканского кадрового конкурса. Он становится трамплином для многих управленцев республики и дает уникальную возможность вырасти профессионально. Победители конкурса войдут в резерв управленческих кадров Якутии. О том, как прошел конкурс в этом году и каковы его итоги, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии Василием Мироновым, ректором Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с истоков. Как был организован изначально кадровый конкурс «Якутия вперед» и как он с ходом времени менялся? Ну, действительно, у нас Республика Саха-Якутия имеет уже такой значительный большой опыт проведения кадровых конкурсов. Это можно вспомнить, это 2009 год, это деловая игра «Министр», когда стартовала, да, и вот уже почти 15 лет ежегодно у нас проводится в той или иной форме кадровый конкурс. За это время у нас где-то около 15 тысяч участников было во всех этих в кадровых конкурсах. Более 200 человек это получили, были включены в резерв управленческих кадров, и где-то более 130 человек получили назначение на руководящие должности в государственном секторе. Вот. И в текущем году, в этом году, вот у нас весной этого года указом главы республики Арсением Сергеевичем Николаевым внедряется единая система кадровых резервов. И вот кадровый конкурс «Якутия вперед» является основным механизмом пополнения резерва управленческих кадров Республики Саха-Якутия. Поэтому этот конкурс, конечно, вобрал в себя все самое лучшее, что было в предыдущих кадровых конкурсах, деловой игре «Министр», «Талантах Якутии». И вот сейчас в новом формате он у нас прошел впервые. А как проходит отбор? Кто может стать участником конкурса? В связи с тем, что у нас основная цель конкурса – это резерв управленческих кадров, соответственно, применялись критерии, по которым формируется резерв управленческих кадров. То есть у нас участниками конкурса могли быть граждане Российской Федерации, у которых есть высшее образование, там уровня минимум специалитет или магистратура. И в зависимости от уровня, в который будет в перспективе включен участник, в случае прохождения всего отбора, это уровень резерва. Это высший, базовый, перспективный. И там, соответственно, есть по каждому уровню предельный возраст и минимальный стаж управленческой деятельности. Если высший уровень – это предельный возраст до 55 лет, при этом минимальный управленческий стаж – это 5 лет должен быть, да? То перспективный уровень, то есть это стартовый, да, там у нас возраст участников до 35 лет и требования наличия опыта работы, 2 года на текущей позиции, не обязательно управленческой. А вот такой несколько наивный вопрос. Если мы говорим о том, с каким уровнем образования должен подойти участник конкурса, и учитывая, что основная цель – это кадровые резервы, здесь смотрят на направление подготовки. Обязательно ли участник конкурса должен иметь в дипломе название о том, что он окончил направление по государственной и муниципальной службе? Или здесь Нет, также может прийти с дипломом, конечно, экономиста и так далее? Это роли не играет, то есть направления у нас самые разнообразные могут быть, поэтому тут такого требования у нас не было. И действительно, вся программа конкурса, она на несколько этапов делилась, и могли участвовать любой желающий, почти что, да, получается, с учетом этих критериев. У нас было 3 этапа. Первый этап – это прием заявок в июле этого года он был. Второй этап – это дистанционный отбор на кадровом портале Республики Саха-Якутия. Это в августе у нас в основном проходил. И было, можно сказать, 3 таких направления, через которые можно было попасть в финал конкурса. Это были муниципальные отборы, отраслевые отборы и открытый отбор. На открытый отбор поступило более 500 заявок. И по этим 3 каналам уже у нас шел отбор в августе. Дистанционный отбор у нас включал различные тестирования. Да? Участники проходили на портале, поэтому он был заочный этап. Это оценка по модели компетенций госслужащих, оценка ценностных ориентаций, трудовой мотивации, знаниевые тесты были на знание истории республики, истории России и так далее.
И вот финал, который у нас вот буквально недавно прошел, да, завершился в субботу, 23 сентября финал проходили 104 человека, то есть с учетом этих всех сборов. Скажите, а как можно описать портрет участника конкурса «Якутия вперед»? Если говорить о финалистах, те, кто вот в очный финал прошли, это у нас 100 человек, да, вот из них, если по гендерному составу говорить, там 56% это мужчины, 44% женщины. Если возрастной состав смотреть, то там более половины, 56% это участники в возрасте 35 до 45 возраст, да. Треть где-то это 25-35 лет. То есть уже достаточно опытные, зрелые участники у нас были. И подавляющее большинство, конечно, это уже имеющие управленческий опыт, являющиеся управленцами, да, на том или ином уровне. Поэтому, если с точки зрения географии смотреть, у нас представлено 23 района и городских округов республики. Также из-за пределов республики у нас участники из Москвы и Санкт-Петербурга были, те, кто финал прошел. И поэтому, по отраслевому принципу, это по сферам, это, конечно, самые разнообразные. То есть у нас и представители госучреждений, и предприятий, и организаций республики, и из органов власти тоже были, с муниципального, с регионального уровня, поэтому тут самое большое разнообразие. И вот то, что я хотел отметить, еще дополнить, в финале, который у нас проходил в селе Чапаево на базе Малой академии наук, у нас помимо оценочных мероприятий, которые включали в себя там групповые дискуссии, индивидуальные задания участников, деловые игры, ситуационные такие игры. Помимо них у нас еще были вдохновляющие, развивающие активности. То есть каждое утро там участники у нас начинали с зарядки, которые проводили именитые спортсмены. Первый день у нас Виктор Осадин был, там Георгий Балакшин на второй день и так далее. Да. Поэтому также у нас были различные мастер-классы по актерскому мастерству, там, по вокалу, по мобилографии. У нас проходили мастер-классы. Также участники присоединились к акции там, по плетению маскировочных сетей для поддержки участников СВО. Вечер памяти Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, прошел в Николаев-центре, который как раз находится там же, в селе Чапаево, рядом с площадкой, где у нас проходил очный финал. Поэтому программа была очень насыщенная. Скажите, а конкурс завершился, финалисты, победители определены, и что же теперь ждет участников после завершения конкурса? Все те, кто у нас попал в финал, они получат общие рекомендации по развитию. 25 победителей, да, те, кто будут рекомендованы и включены в резерв управленческих кадров, они получат индивидуальные отчеты от федеральных экспертов. У нас эксперты принимали участие федеральные, те, которые имеют очень большой, там, более 20 лет опыт работы в оценке персонала. Также они выступают экспертами в федеральных проектах, таких как «Лидеры России», это платформа «Россия – страна возможностей», и имеют опыт сотрудничества с крупными корпорациями, там, Сбербанк, Ростех, Газпром и так далее, Алрос, МТС, РЖД. То есть эксперты у нас такие очень профессиональные, компетентные, и оценка была такая беспристрастная, объективная. И также наши региональные оценщики с Высшей школы инновационного менеджмента и из Центра психологической поддержки семьи и молодежи. Такой командой экспертов мы оценивали, и 25 победителей, они получат индивидуальные отчеты с рекомендациями от экспертов. И, конечно, основная работа будет в дальнейшем тех, кто в резерве управленческих кадров будет состоять, да, там будут и обучающие мероприятия по профессиональному развитию, то есть будут направляться на определенные курсы, обучение и так далее. Также в качестве экспертов планируется такое усиление работы, да, то есть они будут участвовать в подготовке нормативно-правовых актов, экспертизе там, тех или иных проектов, в их реализации, в стажировках в органах государственной власти. Поэтому для тех, кто попадает в резерв управленческих кадров, все только начинается. А что с теми, кто стал абсолютным победителем? Насколько известно, их целых 3 человека.
Ну, абсолютные победители, да, они у нас были определены по максимальному количеству баллов, которые вот по итогам оценочных мероприятий были определены. Они ну, были поощрены такими ценными призами. Вот, и также они, конечно, вот, само собой в резерв управленческих кадров включаются и рассматриваются вот, с точки зрения там, ну, то есть это те люди, которые уже прям готовы буквально завтра на управленческую должность занимать и без подготовки и так далее уже приступать к работе. Поэтому это очень надеемся, что в том числе и при ну, формировании нового состава правительства, министерств и ведомств, и, конечно, победители нашего кадрового конкурса, они будут рассматриваться в приоритетном порядке. Давайте немного порассуждаем. Как вам кажется, какими качествами и знаниями должен обладать гражданский служащий, чтобы эффективно справляться со своими обязанностями? Ну, у нас в республике, кстати, далеко не во всех регионах, да, есть разработана модель компетенций государственных гражданских служащих. Она была разработана в 2020 году, в 2022 году ее мы актуализировали. Она применяется при подборе, при оценке, при аттестации госслужащих, также при назначении на должности руководителей госучреждений. Конечно, там в модели компетенции заложены основные ценности такие, да, которые мы вот в кандидатах смотрим. Это служение обществу и государству, готовность, да, вот, вносить вклад, служить. Затем это вот командная работа, объединение людей и, конечно же, профессионализм. Это вот 3 такие ценности ведущие и 7 компетенций базовых, которые мы вот оцениваем и смотрим, ищем в людях. Это человекоцентричность, системное мышление, ответственность, готовность к саморазвитию, готовность к изменениям, правосознание, ну и объединение людей. Это вот те компетенции, которые, на наш взгляд, являются вот ведущими и самыми важными для государственных гражданских служащих, ну и вообще для руководителей, которые в государственном секторе работают. Ну и понятно, что кадровый конкурс «Якутия вперед» — это ежегодное мероприятие. Оно нас ждет и в следующем, и лет через 10. Скажите, может быть, у вас есть какие-то наставления или советы для тех, кто планирует принять участие в этом конкурсе в будущем? Ну, конечно, к таким конкурсам, на самом деле, ну, часто говорят, что подготовиться невозможно, да, с одной стороны. То есть нет каких-то конкретных таких рекомендаций и так далее. Но в целом, вот, мне кажется, надо, самое главное, пробовать участвовать. Если вот есть сомнения, ну, обязательно надо их откинуть в сторону и участвовать. Потому что помимо вот того, что мы проговаривали, да, что эти рекомендации и так далее, оценочные мероприятия, обучающие какие-то мероприятия, одно из таких важных элементов – это общение, конечно. Командное взаимодействие, новые социальные связи, новые контакты. Вот, и это не менее ценным является, поэтому, конечно, всем, кто думает участвовать, обязательно в следующем году принимать участие там, в открытом отборе, в отраслевых муниципальных отборах. Мы всех будем ждать и будем, конечно, программу насыщать и еще больше, чтобы она была интересна, вызывала интерес у участников. Поэтому всех ждем в следующем году на новом отборе. Действительно, здесь применимо выражение «попытка не пытка», потому что, я думаю, вы согласитесь со мной, участие в кадровом конкурсе в первую очередь несет ценный опыт. И даже если участник не станет победителем, по крайней мере, он познает для себя что-то новое и приобретенные знания будет потом применять на практике в своем родном предприятии. Благодарю вас, Василий Сергеевич, за то, что нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Пожелаем вам успехов в дальнейшем проведении кадровых конкурсов «Якутия вперед». Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.